11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией. Пандемия коронавируса – это самый масштабный кризис со времен Второй мировой войны, продолжает серьезно влиять на системы здравоохранения и беспрецедентным образом дестабилизировать экономику и рынки труда. Сегодня мы хотели бы обсудить вопросы влияния пандемии на сферу труда, в том числе безопасность здоровья и жизни трудящихся. Здравствуйте, дорогие друзья! Конечно же, пандемия повлияла на рынок труда. Практически во всем мире имеют место рост безработицы и неполной занятости, ухудшение условий труда, в том числе в сфере охраны труда и техники безопасности, снижение доходов трудящихся, сокращение доступности социальной защиты и непропорциональное влияние на отдельные категории работников, которые в большей степени уязвимы в неблагоприятной ситуации на рынке труда. Ситуация повлияла и на охрану здоровья и безопасность на рабочих местах. В настоящее время фиксируется значительное количество зараженных на рабочих местах. Из-за заболеваемости работники теряют в заработной плате. Вот представьте, лечение длится примерно 2-3 недели. Естественно, в это время человек получает пособие по временной нетрудоспособности, но пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за первые 10 дней только в размере среднего заработка, и то, если стаж позволяет этого. А с 11-го рабочего дня уже исходя из средней зарплаты 5000 сомов, то есть 50 расчетных показателей. Это, конечно, мизер по сравнению с его среднемесячной заработной платой. И более того, человеку приходится лечиться практически за свой счет. Несмотря на высокие риски, связанные со здоровьем людей, многие предприятия и организации не могут перейти на дистанционную форму работы. Это связано с технологическим процессом, то есть особенностями работы, или невозможностью, допустим, выполнения работы вне рабочего места, без контакта, допустим, с клиентом и так далее. И особенно в таких случаях подвержены заболеванию те, кто работает в сфере услуг, и, конечно же, медицинские работники, то есть те, которые имеют непосредственный контакт с зараженными лицами. В целях снижения риска заражения коронавирусной инфекцией очень важны меры безопасности и профилактики со стороны работников и работодателей. Какие права и обязанности имеют стороны трудовых отношений в этом направлении? Права и обязанности работодателей и работников по охране труда закреплены как в международных правовых актах, так и в национальных. Международные — это Конвенция МОД 155 и Рекомендация 164 о безопасности и гигиене труда в производственной сфере. А национальное законодательство — это Конституция, Трудовой кодекс, Закон об охране труда и многие другие нормативные акты. Кроме того, имеются рекомендации международных организаций. Это Международная организация труда, международные объединения профсоюзов и другие организации. В целях снижения рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года номер 244 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были утверждены временные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы по недопущению распространения COVID-19. Они обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории нашей республики, до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Какие меры необходимо предпринимать работодателям, работникам? Это в первую очередь организация входного ежедневного фильтра перед началом работы. Это предполагает измерение при входе температуры тела сотрудников бесконтактным, желательно, термометром. Это ежедневный опрос, анкетирование сотрудников о наличии или отсутствии симптомов, которые присущи этому заболеванию. Это обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела, и какими-либо этими симптомами инфекционного заболевания. Второе — это создание условий для соблюдения работниками правил личной гигиены и для обработки рук антисептиками. Что это включает в себя? Обязательно должны быть установлены санитайзеры при входе на предприятие. Обязательно должна быть вывешена инструкция о правилах мытья рук. Надо тоже знать, как правильно мыть руки. Работники должны быть обеспечены средствами личной гигиены. Это жидкое мыло, полотенца, салфетки, дезрастворы, антисептики.
Ежедневно должна проводиться ежесменная влажная уборка служебных помещений и бытовых помещений. При этом должно гарантироваться обеспечение не менее чем 5-дневного запаса моющих и дезинфицирующих средств индивидуальной защиты. Должен проводиться инструктаж ответственного лица за уборку. Также должна обеспечиваться дезинфекция всех бытовых и служебных помещений, оборудования, транспортных средств и так далее. При входе в помещение должен применяться коврик, пропитанный дезраствором. Следующее – это введение масочного режима. Масочный режим предполагает, вот допустим, вы когда одеваете маску, маска должна плотно закрывать нос, рот, при этом вот по всему периметру она должна плотно соприкасаться с кожей, да, то есть не должно быть. И руками нельзя прикасаться руками к маске. В том случае, если вы все-таки прикоснулись для того, чтобы поправить маску там, или по другой причине, обязательно необходимо обработать руки санитайзером или помыть мылом, если есть такая возможность. В том случае, если маска уже пришла в негодность, да, то есть она, допустим, загрязнилась, абсолютно влажной стала, обязательно ее надо заменить. Вы берете другую маску. Вот, допустим, много разных видов масок. Это вот респираторная, вот такие вот одноразовые медицинские маски. Есть вот такие вот матерчатые, да, тканевые маски, марлевые маски. Очень видов масок очень много. И вот, допустим, вот такими вот одноразовыми масками медицинскими вначале надо немножко вот так вот согнуть верхнюю планку, вот, для того, чтобы она плотно закрывала нос. Далее вот вы, значит, одеваете маску. Опять же плотно прикрывает весь периметр. Эти маски одноразовые можно использовать 2, максимум 3 часа, после чего их утилизировать. Как проходит утилизация? Да, обязательно надо эту маску сложить плотно, положить, закрыть в пакет, герметично закрыть и выбросить в мусорный ящик. Ни в коем случае нельзя просто взять и где-то на улице выбросить эту маску. То есть вот такие основные требования по использованию медицинских масок. Следующее – проветривание помещения, вентиляция, обеспечение нормального воздухообмена в помещении. Также должна быть установлена хорошая вентиляция, да, то есть обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции, но это если она имеется. Если нет, то обязательно должно осуществляться проветривание помещения хотя бы 4-5 раз в день по 15 минут. Должны использоваться бактерицидные лампы для обеззараживания помещения. Следующее. Соблюдение дистанции с ограничением контактов. Здесь, значит, должен обеспечиваться и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 метра между сотрудниками. Это называется социальная дистанция. Вот 1,5-2 метра она должна всегда обеспечиваться. Но это, во-первых, между сотрудниками. Также эта дистанция должна быть, конечно, и между, допустим, клиентами, если имеется контакт, и между клиентами, между собой. Составление графика приема пищи для работников столовой. Ограничение доступа на предприятие в организацию лиц, не связанных с его деятельностью. То есть минимизировать доступ на предприятие таких лиц. При отсутствии столовой запрещение приема пищи на рабочих местах. Выделение для приема пищи специальной отведенной комнаты или части помещения, где обязательно должно быть оборудована раковина для мытья рук и условия для обработки антисептиком. Должна регулярно проводиться информационная работа и инструктаж для работников. Это включает вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции, информирование через социальные сети и мессенджеры, вывешивание номеров телефонов горячих линий справочных служб. Следующее требование – это касается транспортировки сотрудников и работы транспортных служб. Транспортировка пассажиров осуществляется при строгом соблюдении требований и при наличии масок или респираторов, наличии антисептика для рук, перчаток.
Допустим, в том случае, когда водитель обнаружил у себя признаки острой респираторной инфекции, он должен оставаться в кабине своего автомобиля. При этом он должен позвонить по телефонам 103, 112, 118, да, у нас номера горячей линии, и сообщить о состоянии здоровья, о месте нахождения автомобиля, то есть именно где в тот момент, именно где он находится, количество лиц, которые находятся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи. Должна обеспечиваться доставка к месту работы и развоз сотрудников домой в транспортных средствах из расчета только по количеству сидячих мест. На входе в автотранспортное средство должны быть установлены санитайзеры. Также водители должны обеспечивать ежедневную уборку и мытье автотранспортного средства, салона с помощью дезинфицирующих средств. Должны протираться дверные ручки, сиденья, поручни соответствующими средствами после каждой поездки. Также имеются определенные требования касательно общественного транспорта и такси. Естественно, должен осуществляться постоянный контроль за безопасностью и за применением работниками средств индивидуальной защиты. Какие общие рекомендации вы можете дать работникам? К сожалению, судя по статистике случаев заражения и смертности, коронавирус — это очень серьезное и опасное заболевание, инфекционное. В связи с чем к мерам по предупреждению надо относиться, конечно, очень ответственно. А именно, не посещать мест массовых скоплений людей, чаще мыть руки и лицо с мылом, тем более после контактов, использовать, причем правильно, медицинские маски и антисептики, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть определенные какие-либо симптомы заболевания, не заниматься самолечением, повышать иммунитет, и в том числе ежедневно надо употреблять продукты, которые содержат витамины, заниматься физкультурой, спортом, дыхательной гимнастикой. Работники имеют право прекратить работу в случае наличия обстоятельств, которые имеют опасность для их здоровья и жизни. Трудящиеся имеют право на получение первой медицинской помощи и обслуживание в медицинских пунктах организации. И при этом необходимо получать информацию и проходить обучение в области безопасности и гигиены труда. Работники обязаны сотрудничать с работодателями в области безопасности и гигиены труда, то есть соблюдать все инструкции, процедуры по технике безопасности, правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, своевременно извещать работодателя о любой опасной ситуации, в том числе и о состоянии здоровья. Если вы почувствовали, что заболели, находясь дома, надо оставаться дома и сообщить лечащему врачу или позвонить по телефонам 118, 103. Но если почувствовали первые симптомы коронавируса, когда уже находитесь непосредственно на работе, то необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю, работодателю. И при этом знать надо, к кому надо обращаться. Да? И после этого уже либо обратиться в медицинское учреждение, либо направиться домой. Допустим, выявлен случай заражения вирусной инфекцией в организации, в частности COVID-19. Какие шаги работодателя и каков алгоритм действий в данном случае? Действия работодателя при выявлении случаев коронавируса у работника законодательно не урегулированы. Алгоритм обязательной процедуры нужно составлять, исходя из временных правил, о которых я ранее говорил, и непосредственно складывающейся ситуации и практики, а также особенности этого опасного заболевания. Так, это его способность передаваться не только воздушно-капельным, но и контактным путем, то есть через поверхности, предметы. И это делает необходимой их обработку антисептиками. И главная цель работодателя — это минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции непосредственно на предприятии, в организации. Заранее должен быть подготовлен антикризисный план. Он должен включать в себя меры профилактики, конечно же, в первую очередь, да, и, соответственно, действия компании в том случае, если среди сотрудников будут выявлены случаи заражения. Давайте напомним симптомы этого заболевания. Конечно же, это в первую очередь высокая температура, это першение в горле, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди,
головная боль и слабость, но реже возможны тошнота, рвота и диарея. Руководству организации необходимо незамедлительно отстранить заболевшего сотрудника от работы и обеспечить его изоляцию в отдельное помещение. Также необходимо провести обследование и оказать необходимую медицинскую помощь, после чего направить его на лечение в медучреждение, если это необходимо. Провести сбор информации, с кем на работе контактировал сотрудник, заболевший коронавирусом, обеспечить дополнительную дезинфекцию производственных и бытовых помещений, в которых он находился, ввести на предприятии особый режим работы и питания персонала. Также надо проинформировать трудовой коллектив в случае заражения и провести разъяснительную работу. Для всех сотрудников необходимо провести дополнительные инструктажи по мерам безопасности и гигиены. Необходимо провести проверку и доснабдить средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Из особенностей работы — это производство, работа с вредными веществами, вахтовый метод работы, работа по непосредственному обслуживанию клиентов, работа с зараженными лицами. Должен разрабатываться индивидуальный антикризисный план и определены конкретные, необходимые в каждом конкретном случае меры по безопасности и недопущению заражения данной инфекцией. Чем занимаются профсоюзы в период пандемии и каким образом они могут оказать содействие работодателям по снижению риска распространения коронавирусной инфекции? Общественные инспектора профсоюзов осуществляют контроль за соблюдением трудовых прав работников в условиях пандемии. Также следят за обеспечением санитарно-гигиенических условий и осуществления профилактических мероприятий на предприятиях. В том числе это касается обработки и дезинфекции помещений, обеспечения СИЗ, медицинского оборудования. Первичными профорганизациями ведется работа по согласованию локальных актов организации, по изменению графиков, по проведению профилактических мероприятий. В профсоюзных комитетах имеются комиссии по охране труда или ответственные по технике безопасности, которые совместно со штатными службами охраны труда проводят соответствующую работу. В случае, когда необходимо изменить рабочие графики, существенные условия труда работников, принятие руководством соответствующих актов осуществляется после предварительного согласования их с профсоюзными комитетами. Федерация профсоюзов Кыргызстана совместно с центральными отраслевыми профсоюзными комитетами создала специальную комиссию, группу консультантов из числа юристов, экономистов, специалистов по охране труда, техинспекторов Федерации, центральных комитетов, которые осуществляют консультации в эфире в режиме онлайн. То есть вопросы, ответы, консультации дают в необходимых случаях. Мы желаем всем скорейшего завершения пандемии и крепкого здоровья.